В застройке городских кварталов Сухума можно встретить разные дома из разных материалов – деревянные, бетонные, каменные, но особо выделяются дома из кирпича. Такие дома начали строить в Сухуме еще в XIX веке. Затем этот стиль благополучно перекочевал и в XX век. Особо в столице прижился стиль кладки кирпича в два цвета. Обычно это красный и белый цвет. Обнаженная кирпичная кладка без штукатурки или облицовки в архитектуре известна с глубокой древности в Месопотамии, Египте и Византии. В период историзма XIX века дома из кирпича были выразительным средством в неовизантийском и неороманском стиле. Его популярность объясняется дешевизной строительства и эстетикой. Сама по себе кирпичная кладка без штукатурки оказалась очень выразительной за счет рельефной кладки. Совсем недавно на улице Званба появился четырехэтажный жилой дом из кирпича. Мы решили встретиться с архитектором этого дома и узнать у него все тонкости построенного объекта. Беслан, ну вот мы стоим около дома, который спроектировали вы. Скажите, какие цели и задачи вы поставили? И смогли ли вы их добиться? Вообще, какова архитектоника, композиционное построение этого здания? Расскажите нашим телезрителям, это очень интересно. Ну да, это один из строящихся объектов, практически он достроен Да. по моему проекту. В чем суть? У нас участок, который вот ограничен тем, что у него небольшая квадратура. И также мы внутри квартала находимся. Да. А квартал у нас, он интересен тем, что здания разных эпох здесь соседствует с данным Советские участком. Да. коробочки. Это у нас вот ранний период, да, если говорить, Сталин. ранний советский период архитектура. Далее вот у нас за нами здание тоже интересное, это уже более такое современное, такой конструктивизм Да. масштабный в городе, он как-то доминирует здесь, в Да. этой части города. И обычно типовая пятиэтажка, да, Да. точнее четырехэтажка, прошу прощения, четырехэтажное здание с Да. низкими потолками, как бы ее вписали в этот квартал. Совершенно она никак здесь не вписывается, но, к сожалению, это был такой период, когда вот типовые строения вот вписывали где угодно и как угодно вот в Да. нашем городе, да. И это вообще нужно относить к микрорайонной застройке. И что они применили в периметральной застройке, они применили такое здание, ну, как бы это неправильно. Но в нашем городе много таких ошибок, и по городу можно увидеть множество зданий типовых, которые вот внедрили вот в местную застройку, что как бы что Не неправильно, совсем да, правильно. неправильно, Но да. это было в советский период, да, Да, это Беслан? поздний советский период Да. уже, когда уже с приходом вот с индустриализации надо было быстренько местных людей куда-то заселять, и Да. поэтому вот типовые здания, они вот повсюду пустующие места, быстренько их застраивали такими типовыми зданиями. Беслан, ну вот понятно, вы сейчас обрисовали совершенно разноплановые здания, и ваша задача была вписать вот в эту улицу ваше современное, очень интересное, на мой взгляд, здание.
Как вы решили эту задачу? У меня же задача еще такая, она же должна еще преследовать интересы заказчика, Да, застройщика. То есть увы. задача какая? В первую очередь я должен выслушать заказчика, что он Он хочет, хочет. да, от своего участка. Но это, конечно же, максимально застроить сам участок, потому что участок маленький, и у нас здесь в городе множество маленьких участков, и все максимально пытаются и хотят застроить. Если ты как-то будешь соблюдать какие-то там отступы, ну никак не получится на таких участках строить что-то интересное, и мы получим какие-то такие островки пустырей. Ну, в этом смысле надо компромисс какой-то находить, чтобы город развивался, чтобы строительство шло все-таки. Да, и я по принципу квартальной застройки решил таким вот образом поставить здание. Оно у нас открывается фасадом на Улицу улицу, то есть, Званба. да, то есть у нас фасад контактирует с уличным пространством, как вы видите, да, Да, вот это да. вот по принципу застройки квартальной. Как раз таки, если вот сравнивать, да, вот какой принцип был у раннесоветского периода, да, и дореволюционных зданий, и позднесоветского периода. Вот у нас раннесоветский период, да, также контактирует. Первые этажи, они с витражами, они контактируют с пространством С уличным. У нас, да, тротуарами. с тротуарами, да, и мы можем заходить в здание, выходить, как бы мы контактируем с ним. Здание позднесоветского периода, да, если говорить про Да. это, оно немножко приподнято, да, и вот мы проходим мимо окон первого Да. этажа, да, и вот этих вот подвальных окошечек, да, маленьких. Да. Вот, непривлекательная получается среда. Да. И нам нужно делать вот такой подход, где у нас первые этажи с большими витражами, открытые фасады, и они по назначению должны использоваться как коммерческие, Да. чтобы любые прохожие люди, которые прогуливаются, да, по городу, Да. могли зайти. А вход у этого здания для жильцов, то есть у нас он на первом этаже коммерческий, а далее идут квартиры, Жилые. да, жилые Жилые квартиры, квартиры. но он получился клубный. У нас на каждом этаже по одной, либо максимум две квартиры вмещаются, да. То есть он по размерам 18 на 18 метров, такой квадратный, да, Небольшой, прямоугольное небольшой, да. здание. Да, и вход для жителей со двора. То есть у этого здания есть небольшой внутренний двор, где, Мы щас да, где есть парковки, да, можно заехать как бы, и пройтись к себе на квартиру, допустим, да, Мгм. на второй и третий этаж. Беслан, а вот какие материалы использовались? Вы мне можете сказать, это кирпичный вообще дом или это облицовка такая А, кирпичная? Это здание одно из лучших зданий в Сухуми по материалам. То есть у нас самые качественные, самые лучшие материалы использованы. Какие? Какие? Само здание, естественно, железобетонный каркас у нас по-другому не строят. Железобетонный каркас, Да. представляете, да, что это Ну, такое? Это колонны бетонные и и? перекрытие бетонное. Так. Это вот у нас каркас стоит на опоре, как бы на фундаменте. Фундамент немного там приподнят, и далее идет заполнение. Заполнение у нас кирпичное, да, да, заполнение А, кирпичное, все-таки но кирпич, который мы видим на фасаде, это другой кирпич, это уже фасадный кирпич. То есть заполнение обычный стен кирпич? не просто обычный, тоже хороший кирпич, который, да, который глиняный. Вот таким вот Облицовка. облицовочным кирпичом. Этот кирпич был привезен из Турции. Тут много чего из разных стран привезено. То есть местного здесь только железобетонный каркас, можно сказать. Да. Ага. Остальное все привезено, да, по материалам. Принцип какой, да, Вот у этого да. здания? Задачей мы поняли, что хочет заказчик. Ему нужна коммерция на первом этаже, ему нужны квартиры,
на втором-третьем этаже и на четвертом этаже, соответственно, для себя квартира. Обязательно высокие потолки. Мы здесь сделали потолки выше 4 метров. Это Обратите внимание, много. здание Да. четырехэтажное, и вот здание рядом стоящее тоже четырехэтажное. И какая у них разница? Мы можем сказать про, вот как вы говорите, сталинский период. Тогда были здания также с высокими потолками. Вот это здание с высокими потолками, там примерно 3,5. Мы переплюнули это здание, мы сделали более 4, там 4,2 4,2 метра. Ну и роскошные получается квартиры с таким высоким потолком. Ну, мы, наверное, вовнутрь зайдем и Да, посмотрим. более детально изучим, да. Вот, Беслан, опять возвращаясь к высоким потолкам. Дело в том, что вот я сама тоже выросла в доме, где было больше 4 метров. И вот с точки зрения архитектуры, насколько важно, чтобы человек жил вот в таком высоком пространстве, чем вот с пониженными потолками? На этот случай даже есть какие-то, по-моему, научные утверждения, что вот это пространство над головой, что оно психологически не давит. Вы как архитектор что-нибудь можете сказать? Насколько это Ну, вообще какие-то оправдано? исследования, да, наверняка проводились. Ну, насколько это оправдано? Можно же было сделать, скажем, 5 этажей. Знаете, архитектурная среда, так же, как и внутренняя, вот где вы, среда, в которой вы проживаете, она формирует личность, получается. Вот мы, если, да, понаблюдаем, да, за теми, кто формировался в Хрущевка. хрущевках, и теми, кто рос в зданиях подобных, да, с высокими потолками в том числе, да. Но, наверное, они по-другому воспринимают мир, по-разному воспринимают мир. Это правда. Но все-таки вот, опять-таки, архитектурная среда формирует человека. Это правда. Тип даже. Психологическое мышление. Вот мне кажется, что это оправдано, что люди идут на такое и повышают свое пространство. Это абсолютно верно. Это более комфортная среда. По поводу фасада еще. Да, фасад. Обратите внимание, да, если мы говорим конкретно про фасад здания, вот, который вот, смотрит на улицу Званба. Это основная улица, и у нас она делится на несколько частей. Фасад делится на несколько частей. Да. Да. То есть если мы говорим про тело фасада, оно разделяется на основание, это первый этаж. Вот вы видите, он Да, видно, обозначен он отделкой другой, и то, что витражи большие, большая входная группа. И далее у нас над ним тело фасада идет. Это основная часть здания. Да. В принципе, все здания так устроены, они должны как-то делиться. Да. Тело фасада, вы видите, да, оно объединяется, 2 этажа между собой, визуально объединяется. И завершение, это вот 3-й этаж. Он немножко отличается. Те же вот французские балконы, вот эти обрамления над ними, да, и вот это вот завершение в виде вот такой вот Атик композиции. называют, да? так Архитектора вы называемый. так называете. Скажите, ну а это ризолит, да, выступающая часть здания, Мгм. которая вот так прям по центру, тоже имеет какой-то смысл вот это выступить, чтобы не было, наверное, чтобы было какое-то разнообразие. Разнообразие, И да. функционал тоже несет. Но вот как раз-таки о чем вы говорите, он объединяет все этажи. Он объединяет все Ризолит. этажи, этот самый ризолит завершается вот этим вот, получается, вот этой аркой. Все понятно. Ну и, наконец, охарактеризуйте нам все-таки стиль архитектуры. Никакого стиля, я вообще не придерживаюсь каким-либо стилем. Все вот как сказать, по ощущениям. Мгм. Любому архитектору нужна насмотренность, нужно
много прогуливаться по разным городам, рассматривать, как устроена архитектура. Вот у меня была преподавательница по истории искусств, вот, взрослая женщина. Она всегда говорила, архитектор должен ходить с поднятой головой. Что это имеется в виду? Ну, не просто не потому, что он архитектор, да, а потому что он должен рассматривать вокруг окружающую архитектуру. Но это вот уже профессиональное. Я когда попадаю в какие-то новые места, которых я не знаю, я обязательно должен рассматривать. То есть у меня нет такого, что я отдыхаю, когда путешествую. Да? Когда я путешествую, я также работаю. Я постоянно рассматриваю здания, рассматриваю окружающую среду. Беслан, ну я должна вам сказать, что это делают не только профессиональные архитекторы, но иногда просто любители архитектуры идут и любуются, наслаждаются, Да, если может здание быть. того стоит. Да. Ну, а все же, вот вы сказали, что здесь вообще стиля нет. Нет, ну Ну, что-то меня в любом случае вдохновляло, да, какие-то элементы, я где-то что-то подсмотрел, может быть, да, ну вот и ажурные балкончики, это прямо, что это, посыл куда? Куда нас отсылают ажурные балкончики? а, к уюту. Это точно. Нет, ну вот эти проемы на ризолите, все-таки это модерн. Вот эти округлые окна, вот это гладкий. Давайте скажем, что это эклектика. Ну, Давайте, скорее к всего. этому Да, придем, скорее к всего. выводу. Хорошо. Я просто не придерживаюсь каким-то Да. конкретным стилем. Это, знаете, это большая ответственность. Если ты придерживаешься какому-то стилю, это большая ответственность. И за это я не хочу нести ответственности. Все, я поняла вас. Но нам, видите, обычным людям всегда хочется как-то классификацию, какую-то систему провести. Но здание по-любому очень красивое. Я думаю, оно украсило Здание эту должно улицу очень. должно соответствовать времени, в котором оно построено. Вот мы как раз начинали, да, вот с чего? То, что мы изучили окружение, и мы, прогуливаясь по улицам, мы понимаем, какой период мы проходим сейчас, Да. да. Вот здесь у нас получается период за нами позднесоветский, да, период, сталинский период И и хрущевский. вот этот вот хрущевский период. Читаем архитектуру, прогуливаясь по городу. Что мы скажем про это здание? Мы понимаем, что оно современное. Оно никак не копирует какие-то там под старину. Да? Есть же Новодел под такое. старину Вот можно. когда Почему? вот у нас очень многие любят местные жители, так скажем, да, у них по своему вкусу как-то они придерживаются вот что-то ближе вот к классицизму, для них это близко. Если мы придерживаемся этой концепции, то не получится у нас повторить. Это будет все равно новодел. То есть это будет другая архитектура. И все же кирпичный стиль. В Сухуми очень много, нет, ну не очень много, но есть дома 19 века кирпичный стиль. Это и на берегу И много, здесь у нас вот и за вами. здесь, да, вот буквально. Вот кирпичный стиль, он же не только экономичный, он еще и очень эстетичный. И вот у меня такой вопрос. Этот стиль выбрали вы или заказчик? Знаете как, ну это обоюдное, наверное. И обратите внимание, тут кирпича в процентном соотношении не так много. Да. Он не весь кирпичный. Вот первый этаж вообще нет кирпича. Со второго по последний этаж кирпичные стены, но вот у нас белоснежное обрамление. Он не весь такой, не весь кирпичный. Отсылка на как раз-таки старый Сухум, да, у нас, конечно же, есть. Я думаю, это очень органично, Беслан, потому что в начале 19 века в Сухуме было несколько кирпичных заводов. Да. То есть это материал, который был реально очень популярен в Сухуме, и вы как бы продолжили эту традицию сухумскую, можно так сказать? Да, можно так сказать. И, знаете, все-таки кирпич, такой материал, он немножко тяжелый и не совсем подходит прибрежным улицам. Мы немножко отдалились. Если говорить конкретно
про прибрежные улицы я бы там не применял так много Кирпич. кирпича. Там, по моему мнению, должны быть какие-то более светлые оттенки. Я вот согласна, он все-таки брутальный. Кирпич Да. это все-таки что-то такое немножко тяжеловатое даже, а берегу, правильно, Кирпич это я старый город, согласна, да, ассоциации со старым со городом. старым Да. городом. Ну, пойдем. Вячеслав, ну вот мы с вами находимся на террасе вашего дома, Моего, да. дома, который вы спроектировали. И отсюда просто необыкновенный вид на Сухумскую бухту. И вот у меня к вам вопрос, как архитектору. Мне довелось побывать и на Ближнем Востоке. У них очень популярны эти террасы. А у нас такой же климат, ну, в принципе, похожий, как и у них. Почему мы не задействуем? Вот, и у нас это не особо популярно. Как вы думаете, нужно ли нам это внедрять с точки зрения архитектуры? И в наших условиях, насколько это перспективно? Ну, обязательно в южных регионах нужно использовать террасы, нужно по максимуму использовать территорию, как раз-таки о чем мы говорили, маленькие участки, да, и у нас мало места на земле, давайте использовать общественное пространство на крышах домов. Это нужно применять, ну, по максимуму, как это возможно. У нас, знаете как, боязнь, есть такая боязнь последние несколько десятилетий использовать крыши под террасы, будет протекать крыша. Вот в этом боязнь наших застройщиков. Вот что эксплуатируемая кровля – это дорогостоящая вещь, и Я вот про это не подумала. требует постоянного ухода. Проще, конечно же, накрыть скатную крышу И все. и не думать об этом. Если вы делаете эксплуатируемую кровлю, то вы должны по технологиям, конечно же, все применять, вот эти все гидроизоляционные вещи, да, там утеплители, там слои, там весь этот пирог. У нас побаиваются этого, потому что обильные дожди у нас бывают, да, зимой, осенью, которые могут все-таки просочиться и как-то испортить жизнь людей, живущих под крышей. А если нет возможности, то лучше делать скатную крышу. Ну, насколько это дорого, вот прямо, чтобы человек не имел такой Ну, вы возможности? знаете, не все берутся за это. Вот у нас мы приходим к тому, что вот нехватка кадров, нехватка специалистов, тех, кто берет ответственность. У нас нет людей, которые могут взять ответственность за то, что у вас не будет протекать крыша. Вот элементарное, элементарное. Вы были на Ближнем Востоке, сколько раз там дожди в году, да? Здесь намного больше, тут субтропический климат, Да. здесь намного чаще дожди, намного обильнее дожди. Они могут все-таки вот просочиться через какое-то время. Может быть, первые несколько лет у вас крыша будет в порядке, а через 5 лет она где-то просочиться. Беслан, ну так выходит, ваш заказчик рискнул? Наш заказчик, да, рискнул, но я думаю, он будет следить за тем, чтобы крыша не протекала. Может быть, это дорогое удовольствие, Беслан, но вид, по-моему, Да, того стоит, правда? Конечно. И можно призывать наших жителей, чтобы они строили террасы на своих домах. Да, стройте террасы на своих домах. Это просто здорово, это и такой психологический заряд, и эстетика просто необыкновенная. Я Да. думаю, наши зрители увидят ее. Да. Ну и, наконец, вот атик, да?
Для чего вообще вот такие навершия, такие козырьки с точки зрения архитектуры делают на домах? Вот я Ну, как завершение же должно быть у здания а, какое-то. Оно эстетика. да, не должно быть какое-то обрубленное. У него Мгм. должно быть завершение. Как, опять-таки, основание, тело фасада и завершение. Мгм. Ясно. Чего не было как раз-таки вот у этих типовых зданий. Вот про типовые здания, если говорить, там у них очень хорошие планировки, там Да, хорошие проектировщики работали. правда? Да, планировки вот в типовых зданиях хорошие, вот эти самые квартиры, Мгм. они То есть вы это рационально приветствуете? правильные. Мгм. Ну, не то чтобы приветствую, но это качество и цена как бы соответствуют. Все понятно. А вот с эстетической точки зрения, да, проблемы, но это не их вина, не тех, кто проектировал, потому что я уверен, эти здания проектировали не архитекторы. Да? Это были не А архитекторы. кто? Это были кто угодно, но не архитекторы. Ну, то есть я архитекторами их не назову. Ну, поставлена задача, ты Расчеты выполняешь ее. какие-то сделали и все, Да, да? это были инженеры. А что такое архитектура, Беслан? Вот что это такое? Вот вы говорите, это не архитектура. А что это такое? Нет, работали над вот этими зданиями не архитекторы, вот Я что я говорю. поняла. А теперь вот я хотела бы, Что такое да, вот архитектура? вообще, что это такое? Ну, допустим, вот для меня что важно в городах, это то, как вообще устроены города. И для меня не так важна сама эстетика отдельно стоящего здания, как эстетика вот улиц наших городов и вообще в принципе городов. Мгм. Город должен быть удобный, комфортный для людей. А то, как должны выглядеть, да, фасады, это уже к профессионалам. Ну вот у меня может быть одно видение, да, у какого-то другого архитектора может быть другое видение, но мы с профессиональной точки зрения понимаем, да, пропорции, как они, Да. вот как должен быть выстроен вот ритм и вот сопутствующий, соответственно, ну, эти понятия фасадов, как они должны устроены, как они должны быть устроены. Но Мгм. вот созидатели, такие как вы, как просто жители, они не имеют права влиять на внешний вид. Потому что, опять-таки, да, я говорил об этом, архитектура – это один из видов искусства. Да. Вы когда, музыка – это вид искусства, живопись – вид искусства, и архитектура такой же вид искусства. И вы, когда слушаете музыку, вы слушаете музыку ту, которая вам по душе. Да. И вы, когда э, покупаете картину, вы покупаете для себя, чтобы повесить у себя Да. дома, да, и также и с интерьером вы делаете так, как вам нравится, да, но вы не имеете права влиять на внешнюю архитектуру. Тут Тут нет места для вкусовщины, да. все, тут место Тут профессионалов. место профессионалов, да, Понятно. таких архитекторов, как Да. мы. Дело в том, что мы стоим с вами над Сухумом. То есть мы видим его сверху, мы видим Сухум сверху. Как профессионал, как архитектор, что вы скажете, вот, буквально несколько слов об архитектуре Сухума? Она какая? Но она немножко разношерстная, да, архитектура. Нам главное следовать принципам квартальной застройки, и все будет у нас хорошо. Да? Опять-таки, мне не так важно облик конкретного здания, потому что его можно через какое-то время перекрасить, если он не в том цвете, облицевать чем-то. Главное, чтобы он был правильно посажен вообще в эту сетку, да, города. Большое спасибо вам за этот такой экскурс в свою профессию. Я знаю, что вы не один дом построили в Сухуми, и наша следующая передача – это следующий ваш объект. Вот. Я думаю, что нашим телезрителям будет очень интересно, чем руководствуются архитекторы, когда строят то или иное здание. И, скажем, ту же высотность, тот же цвет. Все же чем-то обуславливается. И я думаю, нашим зрителям это
Очень интересно. Спасибо большое. Беслан, ну вот еще один объект за вашей спиной, вашей руки. Расскажите нам, а это что? Какая была у вас цель и задача? Ну да, вот прогуливаясь, мы обнаружили еще один объект, но он совсем другого качества в плане масштабов и находится недалеко от того здания, в котором мы до этого были, в котором мы были до этого. Здание, знаете, как, в чем его особенность? Оно ограничения накладывает на себя большие, прежде чем начать работать с ним. Под снос дом. У него два хозяина. Один хозяин готов что-то строить, другой хозяин не готов. Поэтому одна часть здания превращается вот в это, другая часть продолжает быть руинами. И что нужно заказчику? Ну, ему нужно максимальное количество квадратов, конечно же, обязательно. Здесь я также применил кирпич, но в него внедрил вот такой вот современный объем. Тут по цветам и текстурам немного как бы цветов получается у нас. Белый фасад на таким вот, получается, он над кирпичным зданием небольшим. Как бы он выпирает, получается, как пристройка, как надстройка. Ну, отсылка к историческим зданиям и современность. Ну и, конечно же, рамы в черном цвете, такой немножко брутальности тоже придать надо было. В общем, как смогли, вписали. Спасибо, очень интересно. Ну что ж, как видите, кирпичный стиль продолжает свою жизнь в строениях Сухума и совершенно не кажется чем-то устаревшим и несовременным. По всей видимости, у него есть серьезные перспективы радовать нас еще долгое время.